Жители домов по улице Лесозаводская в Сыктывкаре жалуются на состояние дороги, которую разбили грузовики. В один из будних дней всего за 2 часа люди насчитали 80 машин с песку. Асфальта на дороге практически нет, только ямы, ухабы и пыль, которая оседает в домах и легких горожан. В ситуации разбирался Павел Королев. Автовеликаны, нагруженные песком, колесят здесь беспрерывно. За 10 минут наша съемочная группа насчитала около 8 самосвалов. По словам местных жителей, грузовики возят песок вдоль их домов на ЛДК, хотя к предприятию есть и объездная дорога. Между тем, улица явно не рассчитана на такие нагрузки. В 91 году у меня у соседки сын родился, они тут счастливо ходили с коляской как раз. Вот в то время строились. Это 31 год, да? 31 год, как эта дорога вообще не ремонтировалась, не строилась. Сегодня я еду было с такси от ЖД вокзала, таксист матюгается. Таксисты сюда не хотят приезжать для того, чтобы кого-то увезти куда-то по своим делам. Не хотят ездить по этой дороге, потому что наш транспорт дороже, чем эта дорога. Но после себя грузовики оставляют не только ямы и ухабы, но и клубы пыли. Последнюю прибил вчерашний дождь, хотя по заверению местных, тут обычно всегда стоит пыльная завеса. Проблему с пылью ненадолго помогает решить небесная канцелярия, а вот с глубокими ямами она бессильна. Даже зимой. Владимир Черепанов признается, ремонт подвески его «Ласточки» влетает в копеечку, а из-за колеи и ям автомобилисты оставляют здесь не только нервы. Той весной, вот на этом участке, я как-то утром выезжал, лежало 4 бампера задних. Колеи пробитые лесовозами. А сверху снег как раз свежий выпал. 4 бампера лежало с номерами. Между тем, у местных есть ответ от прокуратуры. Согласно документу, городская администрация еще в прошлом году должна была привести дорогу в нормативное состояние. Нам пришел ответ, что в 2021 году, в октябре месяце, уже у вас должна была быть дорога. Это ответила нам прокуратура города Сыктывкара. Да. Ну, а ВОЗ и ныне там, получается. У нас очень плачевное состояние нашей дороги. Мы все страдаем, у нас ни пешеходных тротуаров, ничего нету. Освещения нету, 2 фонаря, наверное, на всю дорогу, все. Как дети ходят, как люди, не знаю, нету у нас жизни никакой здесь. Местные жители не отчаиваются и собираются добиться своего. А пока с надеждой смотрят в небо. Если будет дождь, то пыль прибьет к земле, и хоть на время дышать станет легче. Павел Королев, Иван Богомолов, телеканал Юрган.